Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Вроде бы всего одно столетие, 19 век. Это так мало в рамках истории, что кажется, как будто бы мы. На самом деле 19 век– это практически огромная пропасть, которая сыграла в татарском костюме очень важную роль. Почему именно 19? Почему я не говорю о 16 веке? Вот так любят вспоминать сюембике. Почему я не говорю о более раннем периоде? А потому, друзья, вам признаюсь честно, потому что я не знаю, какой там был костюм. А почему я не знаю? К сожалению, не сохранилось свидетельств, которые могут нам точно сказать, что была такая-то рубаха, был такой-то головной убор или такие-то определенные сапоги. Тут мне сразу все возразят: ну как же, у вас есть реконструкция, есть статьи, есть целые книги. Но одно большое но. Все эти книги, все эти реконструкции, они работают на косвенных источниках. То есть они работают на том, что был найдено слоганы, на том, что сохранилось на страницах разнообразных книг, рукописных или печатных. Но вот прямого наследия, к сожалению, не осталось. Сохранились украшения, сохранились какие-то металлические детали костюмного комплекса, сохранились детали головных уборов, сохранились детали рубах. Но, к сожалению, полного костюмного комплекса у нас нет. И мы можем только предполагать или красиво научно фантазировать. А вот XIX век нам подарил богатейшее наследие. Но, как бы я красиво не говорила, то, что XIX век подарил богатейшее наследие, в большинстве случаев мы говорим о второй половине XIX века. Ведь даже начало, первые три XIX века для нас будет открываться через работу художников, через тексты исследователей. И вот сегодня я буду вас знакомить, буду сама вместе с вами знакомиться с костюмом не через только музейные экспонаты, но и через изображения. А изображения я очень люблю. Я признаюсь, моя диссертация вся полностью посвящена изображению как источнику по костюмному комплексу татарского населения разных территорий. Но сегодня мы с вами будем чуть более узко рассматривать костюм, а в частности, женский костюм. Но когда мы говорим об одежде, мы должны понимать, что пожилая женщина все-таки одевается по-другому, в отличие от маленькой девочки. Но при этом у них всегда остается одна основа, которая и характеризует ту самую традицию. Ну что ж, после такого небольшого введения, а я же вам сказала, что мы с вами будем знакомиться с художниками, их зарисовали два художника, Мартынов и Корнеевич. И я вам признаюсь честно, что это два изображения, где написано «девица казанских татар» и «женщина татарская», где мы с вами уже можем более конкретно понимать, кто перед нами. Более знающие, погруженные люди могут со мной поспорить и сказать: нет, это не первое изображение татарок казацких. Есть работы более ранние, XVIII века, когда первые экспедиции Академии наук, открытой в Петербурге, поехали по территории Российской империи, они уже тогда начали зарисовывать. Я не смогу вам возразить и поспорить. Но там были изображены татарское население не Казанской губернии, то есть не центральных территорий Казани-Заказания, а это было немножко другое. А вот тут вот непосредственно есть первое указание, именно казанские татары. Что интересно, посмотрите. Слева, получается, от вас показана именно девица казанских татар. Тут все сразу проведут параллели. Хорошо, возможно, с русскими, а еще с кем? Самые знаменитые, одна из самых правильных, сюнбике. А почему сюнбике? Но вот тут у меня возникает вопрос. Вроде бы сюнбике, замужняя женщина, а тут написано девица казанских татар. А как мы знаем, когда говорят о девице, значит, замужняя женщина. И тут возникает вопрос. Перед нами девушка или замужняя женщина? А сюнбике действительно носила подобную конусообразную шапку? Или она немного отличалась? И тут мы с вами в очередной раз не получим стопроцентный ответ. Во-первых, почему мы не получим стопроцентный ответ? Мы не знаем, художник ошибся или действительно так было. А как в действительности одевалась сюнбике? Был ли у нее конусообразный убор? Тут можно проводить параллели с нашими собратьями, другими тюркскими народами, да? В частности, у казахов, вплоть до конца XIX века сохранилось саукели, свадебный головной убор. И он был конусообразный, высокий. Мы по другим народам тоже можем посмотреть. И действительно, не только у тюркских народов, и у финно-угорских народов сохранялись подобные конусообразные уборы на жесткой основе.
В частности, например, мы вспомним Удмуртов, да, Альшон. У них тоже высокий свадебный головной убор. И если одно время я прям вот утверждала, что, ну, раз художник подписал, это девица казахских татар, значит, мы верим, это девица казахских татар. Но в последнее время я понимаю, что нельзя ни к одному из источников, даже к музейному источнику, относиться со стопроцентной уверенностью и доверием. Потому что всегда есть такая маленькая деталь, как индивидуальное авторское восприятие или переработка исторической информации. Дело в том, что мы не живем в это время. Мы воспринимаем из того времени, в котором мы существуем. То есть то, как оно было на самом деле, мы не знаем. Но мы можем предполагать, что да, действительно, в начале XIX века у татар еще бытовал трусообразный головной убор на жесткой каркасной основе. Об этом есть не только изображения, об этом есть свидетельства, в частности, и у Фукса, и у других авторов, которые писали, да, татарки носят шапки, высокие, с рублями нашитыми, либо другими элементами в виде каких-то ювелирных блях. Но при этом ни один из авторов, к сожалению, не обозначил, это носила молодая девушка или замужняя женщина. Поэтому этот вопрос пока остается неразгаданным. Но что интересно, вот у нас вот есть две работы справа, где разные авторы подписали татарские женщины. И что мы с вами видим? А мы видим те же самые конусообразные головные уборы, но чуть пониже. И что интересно, они покрыты рядом головных покрывал. Подобные головные покрывала сохраняются вплоть до конца XIX века, и потом мы с вами узнаем, какие же это головные покрывала. И при этом, что необходимо ответить, что молодые девушки чаще всего носили только волосник, шапку или колпак, и, возможно, еще одно покрывало, что мы видим в изображении слева, то есть всего два элемента из головного убора. Но при этом, с другой стороны, мы видим женщину, у которой как минимум есть шапка конусообразная, хоть и невысокого, есть покрывало, которое напоминает то покрывало, о котором я буду рассказывать дальше, есть еще одно покрывало по типу платка, которое как бы венчает весь комплекс головного убора. И это сохраняется вплоть до конца XIX века. Значит, у нас все-таки есть такая маленькая галочка. Все-таки поверить этим художникам, которые говорят, что от нас слева девица, а справа женщина. Так как разное количество головных уборов и элементов головного сокрытия сохранялось на протяжении всего XIX века. Но что интересно, посмотрите, мы совершенно не знаем, что надето у этих девиц и женщин под верхней одеждой. Но мы знаем, что под верхней одеждой 100% была рубаха с длинными рукавами, которые полностью скрывали руки и практически доходили до пола. Не так много, на самом деле, в музейных коллекциях сохранилось подобных рубах. Одно я знаю в Ульяновске музее и в Кунсткамере. Всего две рубахи. Но у нас с вами есть подтверждение в изображении, в музейных коллекциях, и в частности Николай Ильич Воробьев. О Николае Ильиче Воробьеве я буду сегодня часто говорить. Это практически, можно сказать, основоположник татарской этнографии. Безусловно, до него были и Марджани, и Насыри, которые писали о костюме. Но именно Николай Ильич Воробьев этому посвятил свою жизнь, издал несколько книг, и, наверное, с той педантичной этнографической точностью описывал быт татарского населения рубежа столетий. Впоследствии этнографы советского периода, постсоветского периода задавали много вопросов к его даже не то что работе, а к тому, как он описывал. И действительно, возможно, что я не совсем согласна, что описывал Николай Ильич Воробьев, но при этом я знаю, что благодаря его базе, тому, что он собрал, мы сегодня можем еще больше погрузиться в нашу культуру. Переходим к следующей работе. На самом деле вам очень повезло. Вы видите увеличенный вариант картины 50×60. Она маленькая. И эта картина хранится в Государственном историческом музее. И называется она «Набережная Булака». И вот среди вот этой хаотичности, которая изображена на картине, там показано много людей. Русское население, татарское население. И буквально вот такие татарки маленькие, вот они буквально сантиметра 2,5. Благодаря современным технологиям я смогла увеличить вот до огромного экрана. И что же мы с вами видим? Это 40-е годы. То есть художник, соответственно, рисовал, получается, во второй половине 30-х годов и в начале 40-х годов. Кто автор, неизвестно. В музее она хранится как работа неизвестного художника. Но тут мы уже видим
Другой тип головных уборов, конусообразные, уже ушли. То есть нету каркасной основы, остаются разнообразные покрывала. Сегодня, возможно, вы услышите те вещи, которые вам будут непривычны. А возможно, вы для себя что-то откроете новое. Но при этом я хочу сказать такой один тезис очень важный. Когда сегодня говорят, что татарки никогда не покрывались, я буду спорить с каждым и скажу, что татарки покрывались. И не только татарки. Вообще в традиционной культуре сокрытие волос является одним из наиболее важных факторов для замужней женщины. Безусловно, у разных народов незамужние девочки могли бы по минимуму носить головные уборы, либо буквально чуть скрывать волосы, но при этом, когда замуж их женщина выходила замуж, для нее считалось обязательным сокрыть свои волосы. Даже существует такая пословица о простоволосице. Мы ее с вами слышим часто. И это характерно для всех народов Волго-Уральского региона. К сожалению, мы не можем опять-таки понять, что же у них там внутри одето. Мы видим покрывала разнообразные, мы видим, причем, обратите внимание, это ведь даже не покрывало. Это верхняя холодообразная одежда, чапаны. И, как ни странно, подобный стиль ношения был характерен не только в 40-е и 50-е годы XIX века, он был характерен и вплоть до начала 20-го столетия. Так, например, в татарских юмористических журналах продвинутые татары, мужчин, подобных женщин, которые себя скрывали чапану, называли сташкусен. И что интересно, вот эта вот полярность костюмного комплекса, она будет прослеживаться на протяжении всего века. То есть мы с вами видели до этого парадные костюмы. Здесь явно это парча, шелк, но понятно, что не все население так ходило. Безусловно, в это время женщины из более простых семей ходили в домоткани. И это было нормой, это было естественно. Но при этом в каких-то парадных вариантах костюма или в более зажиточных слоях женщины носили и шелк, и парчу. Причем ее привозили со всего света. Это был и Китай, это была и Европа, это было и местного производства ткани, когда в России стали производить свои шелка. Это был, прежде всего, статус и показатель благосостояния семьи. Но я говорила, что мы с вами сегодня все время будем проводить параллели между маленькими девочками, взрослыми женщинами, уже пожилыми, преклонного возраста. И тут я покажу в очередной раз. Все мое начало будет исключительно из изображений. Работы художников. Например, слева показано изображение, которое напечатано в издании Джона Дандаса Кахрейна, такого немного плутоватого типа, который был профессиональным военным, но в один момент решил путешествовать по разным странам, и в один из периодов своей жизни он оказался в России. И вот в его работе, в своей просто таком травелоге, на фронтисписе книги изображение женщины и маленькой девочки. Чем же меня так привлекла эта работа? А тем, что, посмотрите, мы впервые с вами видим на маленькой девочке колфак. Вообще у колфака очень интересная история. До начала XIX века ни в одном исследовании не указывается данный головной убор как волосник, который носили татарские женщины или девочки. И вдруг, как черт из табакерки, в XIX веке он появляется и проделывает такой феноменальный путь, что сейчас для нас татарской женщины без колфака просто непредставимо. То есть мы когда говорим татарка, то это колфак, если там мы говорим про татарина мужчину, то это обязательно тельтей или коляпуш. Долгое время, то есть до того, как мы обратились к этому изображению, в принципе, о колфаке писали историки, этнографы, но каких-то свидетельств более ранних не было. К сожалению, не все музейные экспонаты можно идентифицировать точно по времени. То есть писали середина, вторая половина XIX века, о том, что его носили в начале XIX века, нигде не было сказано. И тут мы нашли изображение 20-х годов XIX века. И это говорит о том, что да, уже в тот период татарские девочки носили колфак. Почему я говорю татарские девочки? А очень конкретно. Марджани в конце, второй половины XIX века его писал, конец, уже ближе к концу XIX века, что, к сожалению, нравы-то уже не те, и даже уже замужние взрослые татарки продолжают носить колфак. А это говорит о чем? О том, что изначально колфак был головным убором девичьим. И только уже ко второй половине XIX века начинают носить уже замужние женщины. Совсем недавно буквально. Как же я люблю современную цифровизацию, вы познали. Спасибо Госкаталогу, спасибо всем музейным сайтам, которые стали выкладывать свои богатства. Призываю всех пользоваться музейными сайтами. Это, на самом деле, большая кладезь
которые, мне кажется, даже музейщики еще полностью не осознают. Это, наверное, осознают все те немножко сумасшедшие исследователи, ученые, которые, наверное, все выходные, я говорю про себя, и каждый раз вечером, когда я ложусь в кровать с телефоном, я начинаю изучать, что еще выложили в музее. И там, на самом деле, настоящее богатство. Карл Рахау посередине, совершенно не художник, он занимался проектированием зданий. В один из моментов своей жизни профессиональный оказался в Казани. Когда тебе в Казани делать нечего, ты вообще иностранец, что еще сделать? Зарисуешь местное население. И повезло что он нарисовал маленькую девочку. Там у него были рабочие на пристани, пару мужчин. И вот среди вот этого вот хаоса я вдруг увидела буквально такое изображение маленькой девочки. Спасибо нашей технологии, что они смогли вот эту маленькую девочку увеличить чуть ли не до метра. Вроде бы ничего особенного, но мы видим, что на ней колпак. То есть мы 20-е, примерно 60-е годы, в карандаше набросок из Казани. И один из моих самых любимых художников, которым я готова петь оды, вспоминая каждый раз, это Карл Федорович Гум. По Казани у него практически нет изображений, но покрыт. Карл Федорович Гум. Он практически не оставил изображений по Казани. Но он был в Елабуге, был в близлежащих селениях, где он зарисовал не только татар, он нарисовал марийское население, нарисовал русское население, нарисовал чувашей, удмуртов зарисовал, к сожалению, одного не зарисовал. Благодаря тому, что он выполнил акварели, причем он не специально приехал рисовать татар и другие народы, он приехал подзаработать. После окончания художественной академии он приехал делать изображения в церкви, расписывать, но при этом в свое свободное время он ездил по близлежащим селениям и делал небольшие зарисовки акварели. Потом его этот альбом выкупили, сейчас он хранится в Русском музее, но благодаря тому, что Республика Татарстан вкладывается, у нас есть 2 альбома. Эти альбомы есть и в продажах, есть и в электронном варианте. Если будет интересно, у меня ВКонтакте выложены эти альбомы. То есть, безусловно, вы всегда можете посмотреть хотя бы в электронном варианте, если найдете в продаже. Так вот, он один из тех художников оставил наибольшее количество изображений детей. То есть у него, я так говорю, и наибольшее, там всего их 3, но при этом других художников практически нет. И что мы тут видим? Мы снова видим колфак. То есть изображения разного периода, от первой трети 19 века до второй половины 19 века, мы уже получили ряд изображений, причем они разные. У нас есть колфак, вязаные из хлопчатобумажных или шерстяных нитей. И тут у нас уже колфак трикотажный. Чем я так люблю трикотажные колфаки? Вообще, очень долгое время, начиная с Николая Воробьева, заканчивая нашими советскими периферией этнографии, осталось, что трикотажные колфаки — это колфаки, вязанные вручную из шелковых нитей. Когда у нас закончится с вами лекция, я приглашаю вас всех посетить нашу новую выставку «ЖЕП», где в одной из горизонтальных витрин лежит как раз-таки трикотажный колфак из шелка. И вы поймете, что вручную такое не свяжешь. Но при этом все исследователи указывают, он связан вручную. Меня 10 лет эта мысль тревожила. Думаю, как так может быть? Может, просто ссыхается со временем. И потом, благодаря госкаталогу, я стала находить достаточно много трикотажных колфаков, которые носили не только татарское население, но, что интересно, носили донские казачки. Я все пыталась проводить параллель. Как так? Почему татары и вдруг донские казачки? Но оказалось все просто. Оказывается, на Дон очень много приезжало нашего местного населения, казанско-татарского, и они с собой привозили, соответственно, своих девушек. Так вот, привозили своих девушек, и их костюмный комплекс оседал на донское казачество. Но что интересно, если наши трикотажные колфаки, они все были либо однотонные, либо полосатые, декорированные вышивкой. В донских казачек тот же самый был трикотажный шов, только уже с печатным узором. То есть было такое небольшое отличие. И оказывается, с конца 18 столетия в Россию стали приезжать немцы, англичане, французы, которые привозили свои станки по производству трикотажного шелка. Их либо продавали полотнами, либо из них делали уже чулочное производство. Так вот, татары покупали эти полотна, они либо складывали вдвое и вырезали вот эту, получается, лопатообразную форму, либо просто 2 детали сшивали. Потому что раньше, когда я смотрела эти колфаки, просто снаружи мне казалось, что это как будто бы уже просто вывезенная такая сосиска.
Нет, на самом деле нет, она не вырезанная. Это просто либо две части, либо сложенные вдвое одно полотно, которое уже потом декорировалось. Но мы много с вами достаточно посвятили времени головным уборам, что они были разнообразны, что они менялись, но при этом какой же был крой рубахи. Вообще, в течение всего XIX века основой женского, как и мужского костюмного комплекса, была туникообразная рубаха, самая обыкновенная, когда тача ткани, домотканого полотна прежде всего, перегибалась вдвое, делался по центру разрез, получается, для того, чтобы проходила голова, и вот горизонтальный и вертикальный. Пришивались два рукава, но при этом у нас же еще не было вточного рукава. Чтобы как-то эти рукава поднимать и опускать, здесь пришивалась в нижней части ластовица. На протяжении практически всего 19 столетия оно было в ходу. Причем я не думаю, что именно 19 века и раньше. То есть это архаичная форма, которая шла через столетия и дошла вплоть до второй половины 19 века. Но время идет, модное течение, все меняется. Стан, вот по центру у нас идет основа, а уже по нижней части, по центру мы сами видим, как он меняется, то есть может чуть укоротиться, появляется нижний вала, потом стан не только укоротился, он уже становится отрезным, появляется валан. Когда я работала в музее, еще помню, после только университета я пришла, ходила такая легенда среди экскурсоводов о том, что количество оборок зависит от количества детей. То есть вот 6 оборок, 6 детей. Могу вам сказать со стопроцентной уверенностью, не соответствует действительности. Это все-таки течение, модные веяния, которые накладывались на традиционный женский костюм. Наиболее ранняя форма туникообразная. В течение 19 века она меняется. То есть уже к концу 19 столетия у нас укорачивается состав, появляется разное количество оборок, а уже прям на рубеже веков туникообразный крой уходит из бытования, уже появляется традиционный для нашего понимания платье с точным рукавом, уже появляется модный фонарик, хотя чуть раньше появляется, на самом деле, еще в туникообразной рубахе, но к концу 19 века крой полностью изменился, туникообразная рубаха ушла из бытования. Как я уже говорила о том, что татарки хоть и любили шелка, драгоценности и ювелирные украшения, основная часть населения все же в своем быту использовала домоткань достаточно долго. Хотя казахские татары одни из первых перестали использовать для пошива домотканные полотна. Практически, мне кажется, наверное, с 70-х годов 19 века мы встречаем в музейных собраниях рубахи, хоть туникообразные, но сшитые уже из фабричных полотен. Что самое главное интересно, был такой феномен. Домотканные полотна могли быть не только из льна, но они могли быть из покупных хлопчатобумажных нитей, которые покупали на ярмарках, и уже потом из этих нитей ткали полотна домашнего производства. Другой стереотип. Помню, когда мы участвовали в проекте по народам Поволжья. Кстати, когда сходите на выставку Ижевск, завтра обязательно сходите в Кремль. Всегда всех туда зову. Там выставка во втором подъезде присутственных мест, посвященная не только татарскому населению, но и другим народам, проживающим в Казанском Поволжье. И там как раз вы сможете провести параллель между татарами и другими народами. Так вот, когда мы делали эту выставку, к нам часто подходили и говорили: вы что, татары в красном не ходят. Не татарский цвет, только зеленый. Хорошо, говорю, только зеленый цвет. И тут мы поехали по разным районным музеям, где мы стали изучать татарские коллекции. Черт подери, зеленый цвет только 20% платья. Что делать? Татарский же зеленый цвет. Но мы подумали, что нужно развеивать стереотипы. И мы в альбомах, всего 2 альбома вышли по этому проекту, показали, что татарские платья были разных цветов. И красные татары тоже любили. Особенно с появлением анилиновых красителей и кумача покупного. Его стали использовать. Ну, не только татары, и другие народы. Таким образом, не надо стереотипизировать традиционную культуру. Татары любили полихромию. Это понятно, что по финно-угорскому населению можно сказать, да, действительно, что белый, красный, синий превалируют. Но это в силу того, что чаще всего у финно-угров использовалось домотканное полотно, которое изначально окрашивалось натуральными красителями, а наиболее стойкие как раз-таки являются красные цвета. То есть кирпичный, красный, желтый, зеленый. Они наиболее дольше сохраняют свой цвет на ткани. Одним из самых нестойких считается синий краситель. Советую вам читать Мишеля Пастуро. Очень люблю читать цикл книг по цветам. И там как раз-таки по этому поводу пишет, что действительно с синим цветом всегда было сложно. Он был очень нестойкий и некрепкий.
При этом в разных коллекциях, как Национального музея, так и Российского этнографического музея, мы встречаем ряд рубах, татарских рубах, где достаточно большом количестве используется именно красный и синий цвет. И он был одним из наиболее таких часто встречаемых где-то в 60-70-е годы. Другой стереотип. Опять возвращаясь к проекту по народам Поволжья, когда мы стали там вводить среднеазиатские ткани, в татарский костюмный комплекс, нам говорят: да вы что, ребят, ну мы же не узбеки, как мы можем носить такие ткани? Я говорила: да, безусловно, мы не узбеки, мы татары. Но при этом среднеазиатские полушелковые ткани в определенный период были очень дорогими. И когда их сюда привозили, их использовали, активно покупали и любили. И у нас в музейных коллекциях, как и в изображении, сохранились камзолы как у мужчин, так и у женщин, сшитые из среднеазиатского быка-саба. То есть это тоже было в ходу, и его использовали, такие ткани используются достаточно часто. Но и тут порой меня ругают, что я привожу фотографию Прабудина-Горского, торговец материалами Самарканда. Я не могла его не привести. К сожалению, Прабудин-Горский не доехал до нас и не сделал первые действительные фотографии. Но при этом он показал совершенно замечательного образца тканей, которую я сюда решила поместить. Здесь мы с вами видим, опять-таки, богатые шелка. В чем большой минус музейных собраний, особенно раннего периода, а именно 19 века? В том, что этнографию собирали не как этнографические коллекции. Их собирали как предметы декоративно-прикладного искусства. Все самое богатое, все самое вкусное. И поэтому коллекция 19 века — это прежде всего коллекции купеческие, можно так сказать. И чаще всего парадные, свадебные. То есть, когда мы смотрим на некоторые рубахи, мы видим следы потования. То есть элементарно выцветшие подмышки, что оно носилось, это платье, какие-то пятна от еды, потому что, ну, давайте честно признаться, шелковое платье тяжело было стирать. Это домоткань ты еще можешь отстирать, а шелк ты стирать не будешь. И чаще всего это носилось только по определенным случаям и не стиралось ни разу. И понятно, что когда мы смотрим, изучаем эти коллекции, мы видим, что носилось, а что нет. И очень много предметов из фондов Российского этнографического музея представлены именно такими богатыми рубахами, которые шиты из шелков, которые украшены бузунентом, и которые, скорее всего, носились не так часто и отражали не повседневность татарской культуры, а именно ее парадную часть. Вышивали ли татары? Вообще, какой глупый вопрос, да, вышивали ли татары? То есть мы же прекрасно с вами знаем, что вышивали. А что они вышивали? Вышивали они прежде всего головные уборы. То есть, безусловно, когда мы говорим о вышивке татар, то мы вспоминаем сразу колфак, мы сразу вспоминаем каляпушки детей. Мы можем вспомнить нагрудники, например, кукрякщи. Но при этом, что интересно, чаще всего это именно предметы сельского быта. А почему именно предметы сельского быта? Сельской повседневности? А все на самом деле просто. Потому что богатые себе могли позволить дорогие шелка, дорогую парчу, на которых уже был узор вытканный. А вот более приземленное население, обычное население себе такого позволить не могло. Поэтому обычно в сельской местности старались декорировать вышивкой. И когда появились анилиновые красители, вот тут вся полихрония нас заиграла на все 100%. У нас появляются вышитые аяк-шапалы, у нас появляются вышитые на рукаву, тоже всем потом кто-нибудь посмотрит. Вот здесь как раз-таки у нас появляются вышитые фартуки. Но, к сожалению, практически не осталось вышитых платьев, рубах. То есть, в принципе, по одной-две штуки они есть. У нас есть в Национальном музее, есть вот в Российском этнографическом музее. Здесь специально поставила вот одна из Российского этнографического музея, вторая из наших фондов. Немного сохранилось в краеведческих музеях. Но почему? А потому что их носили, они бытовали и истлевали. Поэтому в музейные фонды они не попали. Кроме рубахи, головных уборов, понятно, что мы татарку и татарина не можем представить без камзола. То есть без распашной одежды, безрукавной. В более ранний период она была с небольшим рукавом. При том, что когда мы говорим о современном, ну не о современном, а именно о современном восприятии татарского костюма, то прежде всего мы представляем именно бархатный камзол, как его сейчас называют, жилет. И почему-то забываем о том, что ранний период, они чаще всего были именно шелковые. Вообще мода на ткани, она очень изменчивая. То есть бархатные колфаки, о которых мы сегодня говорим, они появляются не сразу. То есть начало у нас, получается, начало 19 века, это вязаный вручную колпак.
из шерсти, из хлопка. Чуть попозже у нас появляется трикотажный колпак. Еще чуть попозже появляются колпаки из разных тканей. Так, например, у перских, приуральских татар вплоть до конца XIX века сохранились колпаки, как и у татар-кряшин, которые шились из шерстяной ткани, из хлопчатобумажной ткани, с добавлением каких-то полос позумента, вышивки. То есть сегодня для нас привычный бархатный колпак был не сразу, он появляется достаточно поздно. И даже полностью шитый из вот полотна бархата тоже появляется не сразу. Более ранние колпаки, например, украшены с нами сегодня любимой вышивкой ушковой, они шились из полос бархата. Это о чем говорит? О том, что ткань была дорогая. Еще не могли себе сразу позволить из бархата шить полностью колпак. Поэтому шились из тонких полосочек, которые декорировали как ушковой техникой вышивки, декорировали позументом, золотными нитями, пайетками, как что там называли, блестками, либо добавляли жемчужины. Вообще, на самом деле, жемчуг любили, всегда любили. Вот. Но к концу XIX века он уходит из быта. Почему? Потому что появляется искусственный жемчуг в виде бисера. И если раньше, в более ранних образцах, с жемчугом, с бисером было очень мало колпаков, то когда появляется массовое производство, практически можно сказать, что весь конец XIX века это колпаки, украшенные бисерной вышивкой. То есть канитель и золотная вышивка уходит практически на 100%. Но как же без изю? А еще что вам хочу сказать. Не верьте сегодня всем изображениям, которые я буду показывать. Ну, во-первых, фотографии я обработала. Они все были черно-белые, но и как, наверное, то поколение миллениалов, к которым я принадлежу, я люблю сильно модные игрушки, а в частности искусственный интеллект. Я люблю раскрашивать фотографии, придавать им цвет. И понятно, что эти милые женщины выглядели не совсем так. Это фотографии из фондов Национального музея. Ну, когда я делала промпт, разговаривала с искусственным интеллектом, а я люблю с ним разговаривать. То есть я его, к сожалению, оживляю, наверное, машину не стоит оживлять, но я ему говорю, так и так, хочу, чтобы у женщин был бархатный колпак. А он не слушается меня. Он все время делает колпак не бархатным, а делает его почему-то шелковым. И вот я, наверное, дня 2 потратила, чтобы он, во-первых, сделал позументные ленты на изю. Я целую предысторию, вот написала целый текст, что объясняю, так и так. Но в итоге с 10-й попытки он мне сделал золотное изю с золотным позументом и бархатный колпак. Изю, на самом деле, имеет очень интересную историю. В более ранних рубахах изю не было отдельным нагрудным украшением. Это было украшение из лент, которое декорировало саму рубаху, сам грудной вырез. И только позднее изю как нагрудник отделяется от рубахи и становится отдельным элементом костюмного комплекса. То есть, когда мы с вами посмотрим на сельские рубахи или рубахи более раннего периода, мы нигде не увидим отдельную изю. Она всегда будет декором, отдельно, который сшивалась к самой рубахе. И только позднее он превращается в отдельный элемент костюма. Причем изю были разные. Но какая у них особенность? Могу сказать вам честно, что я, по-моему, всего 1 или 2 изю встречала с вышивкой. Но у меня есть подозрение, что одно изю– это перешитый колпак бархатный, куда просто, возможно, со временем уже перестал выполнять свои функции, но вышивка дорогая, богатая, ее жалко выкидывать, поэтому использовали в изю. Вообще необходимо отметить, что традиционная культура в целом, она очень практична. Нет такого, чтобы вот мы что-то сделали, а потом выкинули. Чаще всего вещь, когда выходит из быта, она перешивается, переделывается под что-то другое. Это сегодня мы с вами можем купить, позволить блузку, а потом завтра ее выкинуть, потому что она стала немодная. В традиционной культуре такого не было. Это либо сохранялось, передавалось потомкам, либо переделалось во что-то другое. И даже сейчас в музейных коллекциях мы можем встретить разнообразные колпаки, которые сшиты из разных уборов. Или даже, например, в одном из музеев есть колпак, а теле которого шито из мундира, русского мундира. И я понимаю, что это на самом деле неплохо, не хорошо. Это особенность традиционной культуры, которая была характерна. Возвращаясь снова к нашим изображениям, уже рисованным, но это не рисованное изображение. Когда появляется фотография, часто фотографы пытались показать все-таки жизнь в реальном ее цвете. И поэтому есть целое поколение художников, которые фотографировали, а потом вручную раскрашивали. И в частности к ним относится Букарь. Причем, что мы до сих пор не знаем, как его звали. Как бы где-то он пишется как Букарь, а где-то он пишется как Бухар. То есть вопрос, это его псевдоним или это реальное имя? Неизвестно. К сожалению, данных об этом фотохудожнике мы до сих пор не смогли найти. Но при этом у него есть ряд фоторабот, где он не только сфотографировал, но и расцветил изображение костюмного комплекса.
И почему я хотела сегодня показать? Посмотрите, какой интересный ворот у камзола. Признаюсь, что их не сохранилось в музейных коллекциях, я такие вороты не видела. Но я понимала, что вам нужно обязательно показать и поделиться с вами той самой красотой по-татарски, которая была характерна для XIX века. К вопросу о том, как ходили татарки. Ходили ли они в одних колпаках? Ходили ли они с покрывалами на голове? Или носили они все-таки тот чапан с плеча мужа? Носили. Есть фотография, есть изображение. И это та правда, которую мы с вами, не должны забывать. Потому что сегодня мы порой пытаемся какие-то скрыть части традиционной культуры, которые нам кажутся немножко неудобными. Но при этом в этом есть тоже своя красота. Когда мне говорят, что это не наша мода, это из Средней Азии пришло, я говорю, хорошо, сегодня мы тоже ходим не в нашей моде, но это наша традиция того времени, в котором мы живем. И поэтому это становится традицией того костюмного комплекса, о каком периоде мы говорим. И это действительно было модой татарок на протяжении всего XIX века. Так вот, чуть раньше я вам говорила по поводу колпаков, сшитых из полос бархатной ткани. Кстати, вот эта милая девушка, тоже раскрашенная искусственным интеллектом, 2 дня потратила. У меня прям каждое изображение было по 2 дня. Искусственный интеллект все-таки это как малое дитя, с которым нужно разговаривать как с малым ребенком, объяснять буквально вот все на пальцах и говорить, что бахрома, которая нашита по подолу платья, она золотная, что это бахрома, а не синель, потому что почему-то очень любят синель, делают все пушистым и мягким. О том, что это шелк, а не домоткань. И что интересно, мы с ним очень долго боролись буквально за этот колпак с декором в виде ушковой техники. Что интересно в этом декоре? Он бытовал, на самом деле, не так много. То есть сегодня у нас так идет возрождение декоративно-прикладного искусства. Мы ушковую технику используем. Даже в кожаной мозаике, когда у нас появляются подушки с кожаной мозаикой и с какими-то цветами, с ушком, украшающим то или иное изделие. Когда я пыталась найти истоки, то есть когда мы говорим об ушковой технике, то прежде всего мы говорим какая-то специфическая татарская техника аппликации. Признаюсь честно, я искала, не нашла. Возможно, это действительно наша специфическая. Из той самой экономии, когда оставались кусочки ткани, которые нужно как-то приспособить, у нас получились вот такие замечательные цветы. Цветы воздушные, цветы объемные, но при этом украшающие головной убор. Более нигде не прижилось. То есть ни в платьях, ни в камзолах мы подобное не видим. Было только на головных уборах, колпаках. Причем, что могу отметить достаточно так четко, период, я думаю, вы на выставку потратите чуть меньше времени, чем мы хотели. И я займу вас минут на 10-15. Примерно в 60-е, 70-е годы 19 века. То есть позднее уже не изготавливали. Донашивали, скорее всего, то, что было изготовлено предыдущим поколением. Необходимо отметить тот факт, что действительно часто дочери носили головные уборы, которые до этого были в быту их матерей. Вряд ли у бабушек, но у матерей часто донашивали. И это был нормой и естественным элементом культуры. Мы с вами видели маленьких девочек в колпаках, шелфаках, которые были украшены декором. В частности, в принципе, у татар кряшен об колфак укашищак белей было вплоть до конца XIX века. Но при этом необходимо отметить тот факт, что чаще всего у маленьких девочек, детей, колпак трикотажный был практически не декорирован. То есть это была основа, либо полосатая, либо однотонная, с небольшими какими-то нашитыми элементами. Вот видел на фотографии, там монетки, нашитые по очелю, хотя очель как такового нет. Либо просто без декора. Уже чем старше становилась девушка или уже замужняя женщина, тем больше декоративных элементов появлялось в ее головном уборе. Люблю этих лебедей. Я их в той или иной степени использую практически в каждой лекции. Показать вам то разнообразие колпаков, которое было в быту. Это и колпак. Это и колпаки, украшенные вышивкой, шелком, гладью. Их не так много, и подобных колпаков встречается. Чаще всего мы ассоциируем большие колпаки, украшенные именно золотной вышивкой, и уже позднее украшенные вышивкой бисером. И тут необходимо отметить, что колпаки татарки украшали самыми разнообразными способами. То есть мы с вами уже видели без декора, либо с нашитыми монетками. У детей могли быть еще нашиты какие-то элементы охранительные, там в виде монеток или камушек. Могли украшаться золотной вышивкой, могли украшаться не вышивкой шелком, а могли также украшаться вышивкой синелью, обычными хлопчатобумажными нитями, либо даже шерстяными. И это было в норму. То есть нет той определенной арифметики, как мы сегодня привыкли, либо золотная нить, либо бисер. Было разнообразие. Но кроме разнообразия декора,
Еще было и разнообразие форм. Посмотрите, перед нами самые настоящие колфаки с той самой традиционной формой в виде лопаты. Не черенка лопаты, а основа лопаты, да? Так называемой лопатообразной формы. Но к концу XIX века, когда колфак теряет свою основную форму, статус волосника, он превращается в миниатюрную, так называемую, знаете, можно сказать, шляпку, которую уже выполняет через такой этноспецифический элемент, указывающий на твои этнические корни. Форма одна, но при этом колфак сминали, превращая в пирожок. Основа очеля была жесткая, треугольную форму. Что интересно, только в одном музее сохранилась подобная форма. Я года 1,5 искала, чтобы наш каталог пополнялся, мы что-то нашли подобное. На фотографиях есть эта форма. В музее на Халес их не встречаем. Ну как так? Ну, опять-таки говорю, благо цифровизации мы все-таки нашли. А в наших фондах хранятся. То есть формула лопатообразная, но при этом складывают, превращается в дощечку. Тохта-колфа. Формула лопатообразная вставляет какую-то у нас основу, чаще всего вставляли просто в очеле, либо вовнутрь, складывают, и опять-таки у тебя уже присборенное. Либо просто накладывают назад, сшивают, и у тебя появляется как бы вот сзади лопасть, которая просто ложится на твою голову. То есть вот это феноменальное для меня изменение, когда у тебя в течение всего века был огромный колпак, который потихонечку уменьшался, и вдруг со временем превратился уже не в волосник, который призван, как шапка был закрыт твоя голова, а в какую-то шляпку. Но это феномен. Интересно, с чем он был связан? Скорее всего, он был связан с тем, что особенно городское население активно входило в светскую жизнь. Но необходимо понимать, несмотря на то, что татарское население входило в светскую жизнь, при этом, выходя на улицу только в колфаке, татарка обязательно скрывала себя сверху. Это была либо шаль трикотажная, либо шали из шерсти, но либо, как мы сами вспоминаем, те самые стажки, чапан с плеча мужа. То есть подобное ношение, оно было характерно только для семейного быта. И что интересно, тут мне сразу любят возражать наши историки, говорят, не-не-не, такого не было. Сколько у нас сейчас фотографий выложено? И все фотографии, на всех фотографиях татарки просто в головном уборе. Ну, порой там они могут прикрыть себя шалью, но в большинстве своем они в небольших колпачках, европейских платьях. Но с вами нам необходимо понять одно, что да, безусловно, костюм менялся головной убор, но эти фотографии были сделаны для семейного использования. И было даже такое часто, что татары фотографировались, но эти фотографии на показ не выставляли. Их убирали далеко в сервант. О том, что да, сохранить для себя, сохранить для потомков, но при этом не показывать другим. Снова мы с вами вернемся немного к селу, к сельской местности и к моему любимому художнику Карлу Федоровичу Буну. И тут мы с вами видим, уже кроме колфака у нас появляются другие уборы. То есть не только колфаком жили татарки. Были разнообразные покрывала. И эти покрывала были также разнообразной формы. Это могли быть и покупные платки, причем 2 платка сшитых. Это могли быть и прямоугольные покрывала в виде тастара. Это могли быть и огромные треугольные косынки под названием ртек или кыпча. И что интересно, возвращаясь к этому кыпча, который вот здесь показано справа на женщине, немножко сейчас вперед убежим, уже в начале 20 века Николай Чуровев писал, подобные покрывала носят только старые татарки. Их не носят совершенно женщины в фертильном возрасте, те женщины, которые могут рожать. Ну, я как прилежная ученица, я ему верила, я всем рассказывала, что это головное покрывало исключительно пожилых женщин. Но тут я стала работать с изображениями. И в частности с изображениями Карла Федоровича Буна. И что я вижу? У него достаточно много женщин, но явно видно, что это не пожилые женщины, точно так же носят подобные покрывала. Это говорит о чем? Не о том, что художник или исследователь соврал. Это говорит о том, что форма сокрытия себя тоже со временем меняется. То есть если там, например, в 60-х, 70-х годах РПЭК носили и женщины среднего возраста, то уже к концу XIX века подобной формы покрывала носили исключительно женщины пожилого возраста. А уже более молодые женщины чаще всего носили покупные платки, которые носили, кстати, совершенно разнообразным образом. Возвращаясь к тому самому проекту, который вы потом посмотрите обязательно в Кремле, часто возникал вопрос, какой же есть татарский платок? Какой носили платок татарки, какой носили платок удмурки, какой носили платок русские? Вот обязательно нужно вот так вот все разделить.
Я вам скажу, к сожалению, тут вот эта арифметика совершенно не работает. И русские, и удмуртки, и татарки, конечно же, не сами, а их мужья, отцы, братья ездили на ярмарки. И у одних и тех же продавцов покупали примерно одни и те же платки. И тем самым какой-то определенной этнической принадлежности у платков нет. Они могли осесть в сундуках у разных народов. Поэтому, когда мы рассказываем о конце XIX века, понятно, что мы можем говорить о разных платках. А тут мне сразу приводят в пример. Нет, 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 вы не правы. Вот у моей бабушки, ну сейчас уже не бабушки, прабабушки, был вышитый платок. Могу сказать, что вышивка в целом стала процветать активно не только в конце XIX века, то есть этнографический период, а еще она активно процветала в советский период. А знаете почему? Потому что был дефицит. Но невозможно было себе купить красивую ткань, и поэтому в сельской местности активно вышивали. Появляется совершенно дикое количество вышитых шикарных фартуков, появляются вышитые кукрякща, причем настолько красиво вышитые, что думаешь, ба. И действительно, это было особенностью того, что, как я говорила ранее, не было возможности купить богатую, хорошую ткань. Соответственно, ты чем ее заменяешь? А ты заменяешь ее вышивкой. И это было, мне кажется, характерно для самого этнографического периода, советского и даже, наверное, немножко постсоветского периода. РПЭК. В чем же его особенность? А в том, что если мы с вами посмотрим на РПЭК с разных сторон, то мы с вами обратим внимание, что с одной стороны вышивки больше, а с другой стороны вышивки меньше. С чем это связано? Кажется, что вполне логично, что, возможно, запахом. И нам правильно кажется. Когда я нашла ряд исследований, даже не исследований, заметок о татарском населении, где-то, наверное, в конце 19-го, начале 20 века, ряд авторов писали о том, что татарки по-особенному запахи. То есть тот край, который виден чуть меньше, он вовнутрь уходит. А тот край, который виден чуть больше, закидывается назад, он чаще всего больше украшен вышивкой. То есть такая небольшая особенность, которая прослеживается у разных подобных покрывал, причем в разных музейных коллекциях. Но причем необходимо отметить, что РПЭК не всегда был вышитый. Он мог быть просто из хорошей добротной ткани, шить дорогой. И также вот это вот поверхную очели биттек тоже могло не всегда присутствовать. Оно могло быть как отдельное, которое надевали вместе с этим покрывалом, так уже и нашито, либо полностью без него. РПЭК обычно носили, это мы все-таки говорим, что мы обычно носили, исходя из исследований уже Воробьева, который говорил о старшем поколении, с Камчат-Бурек. Почему? Потому что уже к времени исследования Воробьева носились исключительно пожилые женщины. А пожилые женщины, как мы сами знаем, любят тепло. И поэтому РПЭК был, Камчат-Бурек был обязательной составляющей. А вот если мы с вами вспомним Гуна, который рисовал чуть раньше, у него Камчат-Бурек или Кыпча мог быть и без РПЭК. Просто как головное покрывало, которое надевали на себя татарские женщины. Как же себя покрывали пожилые женщины? Могу сказать, что в принципе в целом не особо сильно отличалось. Но одной из наиболее таких явных особенностей, которые причем прослеживаются не только у татар, но и у других народов. Чем старше становилась женщина, тем меньше она себя декорировала. Вышивкой, какими-то дорогими элементами в виде подзумента. Чаще всего это были более спокойных тонов ткани. Хотя, например, Воробьев отмечал, что чем старше женщина, тем больше она любит яркие цвета. Чем моложе, тем у нее более светлее. Но не знаю. Не могу сказать, что я полностью доверяю вот этому тезису. Носили разнообразные покрывала. Но что интересно, обратите внимание. То есть, если мы тут видим, понятно для нас Камчат-Бурек, то здесь что мы видим? Мы видим, что пожилая татарка надела на себя, кроме платка, еще и мужской каляпуш. Вообще, в целом, это было в традициях, когда пожилые женщины носили не только характерные для женского населения головные уборы, но еще могли себе уже позволить надевать и мужские. И это прослеживается как в исследованиях этнографов, так и, например, на фотографиях, которые мы находим по разным музеям. Но не всегда так. То есть это не обязательно, что пожилая женщина говорит, надень каляпуш. Нет. Один из уборов, который такой, можно сказать, немножко противоречивый, и когда вы после лекции пойдете на ущерб, вы увидите этот противоречивый убор. На пожилой татарке надет, поверьте, она чуть постарше. Это просто искусственный интеллект не хотел меня обидеть, и поэтому сделал всех молодыми и красивыми. То есть женщина тут все-таки старшего поколения, которого справа. На ней надето кэтежи. А на ней надето кэтежи, при том, что тот же самый мой любимый Николай Ильич Воробьев, как и другие этнографы уже более позднего периода, утверждали, что кэтежи
носят исключительно маленькие девочки. Даже молодые девушки этого не всегда носят. И что вы тут думаете? Вдруг приходит моя любимая эра цифровизации и хвастовства, когда очень многие выкладывают в открытый доступ фотографии своих предков. То есть, например, даже ВКонтакте у нас есть целая группа, где ряд желающих вкладывает фотографии 19-20 столетия. И я там в большом количестве нахожу женщин, взрослых женщин, пожилых, которые вместе с детьми надевают КТЖ, и все нормально. Но это уже относится к рубежу 19-20 века. То есть подобного не могло быть в более ранний период. Это говорит о том, что уже традиционная культура уходит из быта, стираются возрастные рамки. Что ни говори, а татарский традиционный костюм без украшений никуда. Безусловно, все мы знаем чулпы. Чулпы — это богатство моего супруга, и все украшения достались мне от супруга. Спасибо ему. Причем чулпы были тоже разнообразные. Могли быть и обыкновенно небольшие чулпы, а могли быть чулпы коромыслицам, как вот здесь. И они уже, конечно, носились на конце кос. К сожалению, все современные дизайнеры так любят вот эти вот чулпы коромыслицам надеть вот на косик вот внизу. Вы представьте, это серебро, даже просто металл, который висит вот на двух концах. Оно же тяжеленное. Его так не носили. Его носили в верхней вот этой вот части косы. То есть это тоже необходимо понимать. В центральной части мы видим очень занятное украшение тезме, тоже накосник. Но что интересно, практически все этнографы пишут, что тезме является девичьим накосником. Но тут недавно мы разговаривали с моей коллегой Ларисой Николаевной Дониной. Она не один год занималась изучением ювелирных украшений татар. И они вместе с Назиф Накашем, когда переводили тексты, которые были на шештебе, вот на верхней бляхе, что там было, что они нашли? А то, что там написано прям именное послание такого-то супруга к своей любимой жене. Это говорит о чем? О том, что девичьи украшения еще какое-то время носились молодыми замужними женщинами. До какого периода неизвестно точно. Но сейчас мы с вами уже не можем уже исключительно девичий накосник. То есть, скорее всего, это девичий накосник плюс накосник молодой женщины, которая только-только вышла замуж. Серьги. Как я люблю татарские серьги. Они разнообразные по форме. Что интересно, достаточно долго считалось, что у татар нет специфичной формы, то есть такой этноспецифической формы, но при этом Светлана Владимировна Суслова, все-таки, когда писала свою диссертацию, она отметила, что именно вот эта миндалевидная форма является этноспецифической, характерной для татарского ювелирного искусства. И как необходимо отметить, среди что она является этноспецифической формой, к концу 19 века татарки практически не носили. Носили либо в сельской местности, либо она осталась в бытовании татар-кряши. К концу 19 века татарки очень полюбили европейские украшения, которые уже можно было купить в любом галантерейном магазине. И уже из достаточно объемных форм, которые декорировали костюмный комплекс, украшения становятся все меньше и меньше. Уходят тезме, уходят шурфы, уходят йоха-шурфы. Пожалуйста, всем большая просьба. Когда вы покупаете современные йоха-шурфы, не носите на цепочках. Оно не носилось цепочкой, оно носилось вот с таким воротником. Я, признаюсь, недавно сделала себе подарок, купила себе реплику вот этого йоха-шурфа. Совершенно шикарнейшая. Но подобные украшения все-таки нужно носить, как носили его исторически. Когда его надеваешь с таким воротником, тканевым, либо ты даже какую-то другую основу, он смотрится совершенно по-другому. Ты понимаешь, как оно носилось, как оно бытовало. Потому что вот, когда мы носим подобное украшение на цепочке, оно превращается в ожерелье. Но это не ожерелье, это воротниковая застежка. То есть форма изначально была другая. Хасите. Хасите мы тоже все очень любим. Но необходимо отметить, что хасите тоже были разнообразны. При том, что тот самый мой любимый Николай Иванович Воробьев, вообще не очень много любимых мужчин, благодаря которым наука стала восприниматься немножко по-другому. Он писал о разных истоках. То есть, например, смотрите, перед нами внизу хасите полностью из металла. Мы же привыкли, что у нас хасите имеет такой обережный характер, то есть у него чаще всего там нашит карманец, он из ткани с нашитыми бляхами. Но когда мы видим подобные хасите полностью из металла, мы понимаем, что это вряд ли обережный характер имеет. Скорее всего, это статусный. То есть в данной ситуации у него две основы. Это статусная и обережная, которая могла трансформироваться от владелицы. Чем более богатая женщина, тем больше она могла себе позволить подобные вот украшения. Но и когда это уходит уже в сельскую культуру, все-таки меняется и сама не только форма, но меняется и основа,
которая могла дать нам два корня у одного украшения, то есть статусное и обережное. Браслеты. Браслеты любили, носили. Не один и не два, то есть их могли носить по 4, то есть по 2 на каждой руке. И они тоже были разнообразные. Могли быть как полностью металлические, могли быть составные, чеканные, но также и были интересные браслеты кумбал. При том, что, опять-таки, исследователи более раннего периода писали, что их носили только девушки. Но опять снова все портят фотографии, на которых видно, что подобные браслеты носили не только девочки и девушки, но носили еще и молодые женщины. То есть, скорее всего, возможно, да, какой-то период оно было исключительно девичьим костюмом, входило в девичий костюмный комплекс, но со временем само отношение к украшению меняется, и он уже входит в комплекс более старшего поколения. По поводу моды. Татарка без моды никуда. Когда я увидела впервые изображение татарки с Нижегородской губернии, я была в диком восторге. Мы здесь видим самый настоящий кринолин. Понятно, что повсеместно в кринолин никто не ходил. Но сам факт, что какой-то богатенький папенька, любящий свою доченьку, мог себе в какой-то момент позволить купить кринолин, и она в этом ходила и считала возможным фотографироваться. Но не только был кринолин в ходу. Дальше мы с вами увидим самый настоящий турнир. Что интересно, данные фотографии примерно одного периода, то есть это даже чуть позднее. Но тут мы видим более архаичные, традиционные формы, где стан туникообразный сохраняется. И это говорит о чем? О том, что мода, она очень сильно влияла. Влияла то место, где проживала татарка, влияла на статус и возможности семьи. И, соответственно, от этого менялся и сам костюмный комплекс. Тут уже фотографии из Оренбургского музея. И что интересно, это фотография 20 века, то есть, по-моему, там 20-е годы 20 века. Но тут мы видим более архаичные формы в виде космолокульных, космолокамзол. К этому времени из бытования уже вышло. Но для чего-то эти женщины решили сфотографироваться в этих костюмах. Мы не знаем для чего. Скорее всего, они в этом уже не ходили, но считали себя важным, им нужно сфотографироваться для своих потомков. Кстати, по поводу как раз кубал. Посмотрите, обе женщины в этих браслетах. То есть они на тканевой основе с нашитым бисером. Как раз-таки вот подобные формы рубахи, уже не рубахи, а платья и камзола были характерны для рубежа столетий. Уже к первой трети 20 века форма потихонечку начинает меняться, появляется притальный силуэт, меняется рука, становится более объемным, и уже к началу 20 века уходит камзол, уходит платье, более свободной формы, появляется притальный силуэт. И что интересно, появляются другие модные веяния. Платье делится на юбку, делится на уже рубашку, появляется ребень. Понятно, что не повсеместно и не везде. Но для городской культуры это становится достаточно распространенным фактом. Тот самый любимый КТЖ. Посмотрите. От маленьких девочек до взрослых женщин. Они все в КТЖ. И для них это нормальная и понятная форма головного убора. По поводу появления КТЖ существуют разные споры. Кто-то считает, что КТЖ — это головной убор, который нам пришел от крымских татар, возможно, из Турции. Кто-то считает, что КТЖ — это просто трансформация традиционной формы головного убора такия, то есть того убора, который носили как маленькие мальчики, так и маленькие девочки. При том, что, например, такия шилась определенным образом. Так, например, Светлана Владимировна Суслова писала, что берется отрез ткани прямоугольной формы, сверху стягивается он, сшивается, и вот это донышко сверху, оно могло быть как закрытым, так и открытым. Но это носили маленькие дети. При том, что тюбетей, он шился четырехклином, и только уже к концу 19 века появляется тот самый знаменитый коляпуш, который мы называем тюбетейкой в современном варианте. На самом деле это коляпуш. До сих пор сохранились в музеях детские такия, которые шились как коляпуш, либо они просто покупались уже готовые коляпуши, либо шились, как вот я описала ранее, но это было, причем история не только 19 века. Вплоть до 60-х годов в семье бытовали детские головные уборы. Причем детские головные уборы чаще носили такой обережно-хранительный характер. То есть на них нашивались монетки, нашивались раковины каури, камушки, перышки, которые, как вот сегодня говорят, от сглаза. Если у нас маленьким детям сейчас мажут помадой, то раньше носили подобные головные уборы. Так называемый тюбетей-колфак. Тоже такой спорный головной убор, он характерен для разных территорий. Встречается в разных музейных коллекциях. Где-то его называют мужская тюбетейка, а где-то, я поняла, одна минута, а где-то его фиксируют в женском костюмном комплексе. Но при этом факт остается фактом. Он бытовал в татарском костюме.
детский костюм. Несмотря на то, что мы говорим, что в целом как будто бы детский и женский отличался, основа была одна. В детском костюме могли быть такие утилитарные предметы, либо не сшибных штанов. То есть, если у нас были штаны с широким шагом, то, например, в детском варианте это были всего 2 штанины. То есть, соответственно, чтобы ребенок мог спокойно ходить в туалет. К тому же, как отмечают этнографы, до конца XIX века был такой интересный феномен в плане того, что наиболее архаичные элементы сохранялись у пожилых женщин, которые как бы донашивали моду прошлых лет, и у маленьких детей. То есть, например, вот эта вот детская рубаха и хасите, это принадлежало девочке начала XX века. Причем штаны с широким шагом тоже встречаются достаточно долго. Но я не могла этих красивых куколок не раскрасить и не показать вам. Одно время примерно, но при этом, насколько по-разному могли одеваться маленькие дети. Обувь. Ну, без обуви никуда. Кожаная мозаика — наше все, мы ее сохраняем, любим. Но при этом хотела отметить, посмотрите, с правой стороны мы с вами видим модную, современный тот период обувь, небольшие сапожки, камаши, которые могли быть как на шнуровке, так и с небольшим пуговками. Всего 3 подобных пары сапожек сохранилось. Одна в коллекции Национального музея, другая в коллекции здесь представлена в музее, Государственном русском музее, и одна коллекция была закуплена Аней. Есть одна такая замечательная швея, которая эти сапожки ну, она не передала совсем с концами, но она дала для работы нашему Согтя. Возможно, в ближайшее время мы увидим копии подобной обуви. Понятно, что разнообразные туфли — это и ткань, и бархат, и кожаная мозаика. Но при этом что же у нас происходит в сельской местности? Наступает 20-е столетие. Кажется, все, прогресс, у нас уже вовсю фабричное производство ткани, но формы традиционные, прежде всего, у татар сохраняются где? Они сохраняются на селе. Несмотря на то, что современные ткани того периода, туникообразные формы остаются, то есть свободные места, разнообразные покрывала, штаны с широким шагом. У меня любимая бабушка моего супруга долгое время, говорит, ну, в принципе, мне кажется, годов до 40-х были в ходу штаны с широким шагом. Она их еще называла урумдапштан. Ну и сегодня я хотела бы с вами закончить эту лекцию. Я ее задержала, я понимаю. Фотографии этих милых детей. Они были сделаны во время экспедиции Николаевича Воробьёва по территории Арска, где он фиксировал традиционную культуру в 20-х годах. Время шло, все менялось, но традиционные формы сохранялись. И сегодня мы с вами возвращаемся к нашим истокам. Я вас приглашаю посмотреть нашу выставку новую, где показаны и музейные экспонаты, и современные работы дизайнера.